Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов-стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», второй этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шайхутдинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAW Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шайхутдинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Chery Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шайхутдинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто». Рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шайхутдинова 12Б. Телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шайхутдинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99006, код города 885592.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70. Добрый день, уважаемые ознакаевцы! Эпидемиологическая обстановка в нашем районе характеризуется как напряженная и неоднозначная. Мы отмечаем снижение заболеваемости такими традиционными для нашей территории инфекциями, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в 4 раза, сальмонеллезная инфекция в 3,5 раза, острая кишечная инфекция в 2,5 раза. Но вместе с тем отмечается трехкратное повышение заболеваемости по внебольничным пневмониям. Не исключаем, что данная ситуация будет усугубляться еще и сезонным острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому на первый план, уважаемые ознакаевцы, выходят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Их все мы прекрасно знаем. Это соблюдение масочного режима, места скопления людей на транспорте, и помещениях. Это обработка рук антисептиками, проветривание помещений в жилых домах, на рабочем месте. Это социальная дистанция 1,5–2 метра. И, конечно же, необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно лицам старше 65 лет. Прививочная кампания у нас идет в своей активной фазе. Она у нас проводится с сентября по ноябрь. В районе у нас подлежат прививкам более 36 тысяч человек. В настоящий момент у нас привито порядка 45% населения. Среди родительского сообщества и в социальных сетях бытует негативное мнение о вреде прививок из-за их возможных осложнений. Согласен, осложнения могут быть в виде незначительного подъема температуры, сыпи на теле или недомогания, но они кратковременны и ничтожны по сравнению с теми осложнениями, которые могут вызывать непосредственно сам грипп со стороны органов и систем человека. Уважаемые ознакаевцы, настоятельно рекомендую соблюдать озвученные выше меры профилактики. Только соблюдая эти меры профилактики, мы сможем с вами добиться снижения инфекционных заболеваний. Есть хорошая поговорка: унция профилактики стоит тонны лечения. Будьте здоровы, уважаемые ознакаевцы. Спасибо за внимание.
день. Я Валиева Венера Маскаровна. Через несколько дней исполнится 27 лет, как я работаю начальником архивного отдела исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района. Также 27 лет я являюсь членом профсоюза исполнительного комитета. Как сегодня помню свой первый рабочий день в архиве. Так как уже прежний начальник уже уволилась, архив был закрыт. В администрации мне дали ключи, сказали работать. Зашла в архив, было холодно, темно и одни стеллажи. Я села и заплакала. Так начался мой трудовой путь архивариуса. Да, это было 27 лет назад. Сегодня архив размещен в центре города, в большом светлом здании, приспособленном под архив. В 2018 году за счет республиканского бюджета проведен капитальный ремонт в здании архивного отдела. Дополнительно было выделено помещение для хранилища. По мере поступления субвенции закупаем архивные короба для размещения документов. В архивном отделе работаем 3 человека. Зарипова Альбина Ульфатовна, Габидуллина Гульназ Фанусовна – мастера своего дела, мои помощники. Если ты хочешь, чтобы у тебя что-то получилось, ты должен полюбить свою работу всей душой и максимально изучить ее. Важно, чтобы то, что ты делаешь, нравилось тебе самому. Мне нравится, когда люди обращаются к нам со своими запросами и получают положительные ответы. А исследователи и краеведы уходят удовлетворенными от полученных сведений. Сейчас у людей есть интерес к своим корням, к истории. К нам обращаются учащиеся старших классов, являющиеся юными архивистами нашего района. Они с большим интересом изучают историю становления нашего края и отдельных заслуженных личностей. Очень здорово, что сегодня эта аудитория растет. Многие, наверное, не знают, что император Николай I назначил Александра Сергеевича Пушкина своим историком, задав высочайшее задание написать историю Петра, разрешив ему работать в архивах. Но позже, по известным причинам, Николай I присваивает историку младшее придворное звание камер-юнкера. Эту должность поэт считал оскорбительной для своего возраста и написал прошение об отставке с просьбой сохранить право работать в архивах, необходимое для исполнения истории Петра. Прошение было принято с отказом пользоваться архивами, поскольку Пушкин формально являлся чиновником при архиве Министерства иностранных дел. Таким образом, Пушкин лишился бы возможности продолжить работу в архивах. Не соглашавшись с этим, Пушкин отозвал прошение, потому что на основании архивных документов Пушкин писал и другие свои произведения. Я люблю свою работу, потому что оказываю людям конкретную помощь. От всей души желаю всем архивистам и профсоюзным членам Татарстана крепкого здоровья, новых достижений, взаимопонимания с близкими, успехов и благополучия.